Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. А зараз мы будзем абмяркоўваць візіт Александра Лукашэнкі ў Баку, і са мной на сувязі з Еревана былы дарадца міністра замежных спраў Арменіі, старшыня праўлення аналітычнага цэнтра па глобалізацыі і рэгіянальным супрацоўніцтве Степан Григорян. Адпаведна, я пераходжу на русский язык, чтобы мы друг друга лучше понимали. Здравствуйте, господин Григорян. Здравствуйте. Спасибо большое, что согласились поучаствовать в нашем разговоре. И начну я, поскольку мы будем обсуждать визит Александра Лукашенко в Баку, который проходил 12-13 апреля. Много чего он там наговорил. Если честно, я вот пытался найти, как отреагировали в Армении, что писали армянские СМИ по этому поводу, но что-то ничего особо не нашел. Ну, может быть, писали на армянском, и поэтому Google мне не показывал. Так следили ли в Армении за этим визитом? Да, следили за этим визитом по понятным причинам. Мы вместе с Беларусью находимся в договоре коллективной безопасности, мы вместе с Беларусью находимся в Евразийском экономическом союзе, то есть формально мы с Беларусью стратегические партнеры. Но мы давно знаем, что белорусский лидер, он большую любовь проявляет к такому же диктаторскому режиму, который в Азербайджане. Это небольшой секрет. Поэтому Беларусь говорит так, Лукашенко, армянский народ тоже дружественный народ, но там я больше понимаю, и даже в Баку во время этого визита он использовал такие слова: «Алиев мой друг и брат». И что хочу сказать. Да, следят у нас настроения очень критические на заявления Лукашенко, и бывшие, и нынешние. И знаете, что меня очень удивило? Европейцы, когда приезжают в Азербайджан, обязательно приезжают также в Армению. Или наоборот. Приезжают в Армению, а также едут в Азербайджан. Например, сейчас будет визит региональный министра иностранных дел Литвы, который планировал приехать в Грузию и в Армению, но он включил также и поездку в Баку. Это понятно, чтобы какой-то паритет сохранять, чтобы ни у кого не осталось впечатления такой односторонней политики. Но Лукашенко не считает нужным это делать, несмотря на то, что именно мы с Лукашенко в договоре коллективной безопасности, где у Беларуси есть перед нами определенные обязательства. Этот визит, да, определенная реакция уже есть, но будет это муссироваться, я уверен, отрицательная, потому что Лукашенко не поднимал вопрос армянских военнопленных, которых ему не возвращает Алиев, а поднял какие-то там другие вопросы, типа того, что мы можем участвовать в восстановлении территории, которые назад забрал от Армении Азербайджан, или, как Азербайджан говорит, освобожденных территорий. Да? То есть такие недружественные все-таки это действия со стороны Лукашенко в отношении армянского народа. Вы упомянули о том, что Лукашенко, как другие лидеры других стран, едут и в Азербайджан, и в Армению, или в Армению, в Азербайджан, и в Грузию, по региону, скажем так, а он не поехал. Может быть, официальный Ереван не особо хотел его видеть ввиду того, что многие страны, фактически все западные страны, не признали Лукашенко президентом легитимным и не желают с ним иметь дело, то, может быть, и ваше руководство, там тот же самый Пашинян, не захотели встречаться? Вы знаете, если причина это, то, поверьте мне, мое отношение к нашим властям многократно улучшится. Многократно. Я, конечно, попытаюсь своими каналами понять, что, может быть, не было у наших желаний. Если это так, то это даже хорошо. Значит, наши власти
понимают, что надо все-таки двигаться к демократиям, а не строить авторитаризм в Армении. Но я не исключаю возможность, что это связано больше с тем, почему не приехал Лукашенко в Армению, или вообще этот вопрос не обсуждался. Это больше связано с тем, что у Лукашенко есть конкретные интересы с Азербайджаном, они и с нефтью связаны, и с военно-техническим сотрудничеством. Вы знаете, во время войны вот эти белорусские полонезы активно Азербайджан использовал против армянской армии. То есть странно, да, мы в содружестве вместе по безопасности с Беларусью, но она продает оружие Азербайджану, который в нас стреляет. Вы представляете такое, чтобы внутри стран НАТО было, да? Вот это еще раз говорит, насколько безумное вообще это пространство постсоветское. Вот. Но я думаю, он шел из прагматических соображений Лукашенко, что, может быть, какие-то подряды под тем строительством, которые будут на территориях, вот, освобожденных для Азербайджаном, скажем так, я считаю, это была агрессия, но это сейчас не важно, моя оценка или какая. Азербайджан сейчас на этих территориях будет большое строительство вести. Я думаю, Лукашенко прагматично подходил. Давай поеду, уговорю Алиева, и какие-то подряды нам дадут, и мы там тоже будем что-то иметь с этого. Вот интересный нюанс. Когда была первая поставка первых полонезов в Азербайджан, я как раз в этот момент был в Ереване и случайно на улицах Еревана встретил недавно пришедшего к власти Пашиняна. Воспользовался возможностью и спросил его отношение вот к этой ситуации, к торговле белорусской стороны с Азербайджаном таким оружием. И Пашинян тогда сказал, что это очень недружественный шаг, особенно учитывая, вот как вы отметили, то, что наши именно страны, Беларусь и Армения, а не Азербайджан, находятся в ОДКБ. Чем дальше, тем больше военное сотрудничество Беларуси и Азербайджана развивается. Каково отношение к этому? Не возникает ли у Армении мысли о том, что так зачем нам это АДКБ, где такие вот ситуации происходят? Вы знаете, вообще в основе всех этих проблем, в том числе, которые сейчас в ОДКБ, это то, что организации, которые созданы на постсоветском пространстве и где Россия главную роль играет, они никогда не опирались и не опираются на ценности. Не опираются на ценности. Например, высшая ценность – это жизнь человека. Или ценность – это свободы, свобода слова, там, демократия, плюрализм. Они опираются сухо на интересы. Вот посмотрите, Армения в течение 30 лет все, что можно, отдала России. Все, что можно, мы отдали. Наши электростанции, наши газовые линии и так далее, и так далее. И главная цель того, что делалось, а это мы критиковали, в том числе я, но нам всегда объясняли бывшие власти Армении, что это делается, что Россия наш стратегический партнер, и за это они потом нас поддержат. Но видите, что сказала Россия во время войны, вот этой последней войны, Карабахской войны, Азербайджана против Армении, Турции, в том числе против Армении, прямой войны. Турция прямо участвовала в войне. Что нам сказала Россия? Ребята, вы не обижайтесь. Да, вы наши партнеры, вы все нам отдали, но сейчас у нас не совпадают интересы. До свидания. И вот так они рукой сделали. До свидания, ребята. И мы проиграли. То есть мы не проиграли Азербайджану. Я думаю, вы знаете в Беларуси, да? Против нас была и Турция прямо вовлечена со своими байрактарами, танками. Прямо были сирийские наемники. Все это официально, все это протоколировано. Россия признала, США, Франция. Знаете, это уже показатель большой. Но потому что нет основы этой ценности. Поэтому Лукашенко, который, в общем-то, не опирается, и режим Лукашенко, на ценностные вещи, что вот мы в одном объединении вместе и так далее, а опирается на сиюминутную ситуацию. Вот в Беларуси тяжелая ситуация. Он хочет выйти из положения, сделать так, чтобы заводы заработали. Вот идет Алиева, что-то просит. А Алиева говорит, знаешь что, а вместо этого ты должен нам дать полонезы или ты должен критиковать армянское руководство. Что и делает периодически Лукашенко. Поэтому постановка вопроса, что надо выйти из ОДКБ, звучит в армянском обществе. Оно, конечно, звучит, но действительно наше положение непростое. И власти сегодняшние, которые, конечно, относительно более
более демократичные, более независимые, чем бывшие власти. Те были просто примитивно под олигархией российской, но эти власти более как бы независимые, но в любом случае они боятся. Они боятся делать какие-то шаги, которые могут очень не понравиться России, то есть в направлении усиления своего суверенитета. И вот поэтому у нас такая непростая, в общем, ситуация. Но вот главная мысль, что я хочу сказать, я считаю, конечно, нам надо выходить из ОДКБ через какое-то время, ну, может, не в данный момент, сейчас кризис, поствоенная ситуация, но потом обдумывать выход из этого и находить другие системы безопасности для Армении, потому что там, где нам говорят, мы связывали 30 лет безопасность с Россией, я уверен, что вы обращали внимание, мы по всему миру голосуем, в ООН, в Совете Европы, в ОБСЕ, как хочет Россия. И главный принцип был такой, вот мы голосуем, как хочет Россия, а во время войны они нам помогут. А они нам не помогли. Да? То есть разрушилась эта концепция. И поэтому, да, возможно, через какое-то время это будет актуально. Выход из ОДКБ. Наш слушатель под ником Гия Джаварский, не знаю, действительно ли это такая фамилия или просто ник, пишет, спрашивает, вернее, может ли Армения в рамках договоренности ОДКБ привести Лукашенко в чувство? Ну вот, если есть что сказать, хотя я думаю, что вот только что, говоря о позиции России, вы фактически ответили на этот вопрос. Нет, ну вопрос очень хороший. Очень, я скажу почему. Потому что, с одной стороны, да, вот я сказал позицию России, но с другой стороны, знаете, все-таки международная организация имеет обязательства, и когда ты там озвучиваешь свои недовольства, в общем, в любом случае бывают резонансы. Я один пример приведу нового результата, который наши добились в Евразийском Союзе. Вы знаете, Турция имела льготный режим торговли с Евразийским Союзом. Армения член Евразийского Союза, да, 5 стран там члены. Армения подняла вопрос, что этого лишить надо, этих льгот. И даже Беларусь, даже Лукашенко не смог противостоять этому, потому что мы на равных, все 5 стран, у нас однозначное вето, мы вето это используем. То есть мысль моя в чем заключается? Да, в ОДКБ не вето-механизм работает, как в Евразийском Союзе, но поднять эти вопросы, чтобы немножко в чувство привести, очень полезно. Например, Лукашенко в Баку опять вопрос поднял того, что вот я Сержу Саркисяну, бывшему президенту Армении, говорил, что Азербайджан готов даже финансирование делать Армении, но отдайте назад Карабах, я был вот посредником, я то все. В общем, это очень недружественные шаги. Вы знаете, в кулуарах что-то лидеры обсуждали, там, вдруг это выносить как доказательство чего-то, это просто неправильно. Хотя мы критически относимся к бывшим властям, их очень критикуем и продолжаем, но в любом случае, это не дружественный акт. Там, вы представляете, там лидеры друг с другом что-то кулуарно обсуждали, и через 10 лет выносить это на обсуждение мирового сообщества, это не очень корректно тоже. Поэтому, да, частично можно через эти механизмы, да, приводить в чувство, так что вопрос хороший. Просто, да, глобального результата ты не получишь, но частично можно это использовать. Вардан Геворгян пишет: мы не обижаемся на белорусов, потому что Лукашенко нелегитимный президент. Если бы все говорила Тихановская, мы обиделись бы. Вот по поводу обиды, не обиды. Вы вспомнили о предложении Лукашенко, которое он сказал Ильхаму Алиеву, что, мол, помощь в восстановлении потерпевших от военных действий территорий. Ну, понятно, что это идет разговор о тех территориях Нагорного Карабаха, Арцаха, которые заняты сейчас Азербайджаном. И вот там появляются белорусские компании, которые начинают строить. Каково будет отношение? Вы знаете, здесь есть очень важный нюанс. Значит, Нагорный Карабах — это единое целое всегда было. А вокруг Нагорного Карабаха были 7 районов. И Армения никогда не говорила, что это наше. Мы говорили, что была война, и мы вынуждены были контролировать эти территории, чтобы сам Нагорный Карабах не бомбили. То есть если вокруг этих 7 территорий, на этих 7 территориях какие-то будут вещи, у Армении навряд ли будут какие-то претензии. Но вы очень правильно заметили, что часть самого Нагорного Карабаха сейчас под контролем азербайджанских сил, это Шуши и Гадрут. И я вам секрет раскрою, что это Путин
все сделал, чтобы отдать Шуши и Гадрут Азербайджану, потому что Азербайджан не смог их завоевать даже в этой неравной войне. Вы обратили внимание, даже Алиев не решается сказать, что они отвоевали Шуши. На эту деталь никто не обращает внимания, потому что буквально Россия отдала, потому что Азербайджан им обещал войти в Евразийский союз, и что и не выполняет сейчас. Что и не выполняет. Но это не важно. Главное в вашем вопросе тонкость очень важная. А вот по тем территориям, которые сами входят в Карабах и всегда исторически входили, Шуши и Гадрут, если там будет сотрудничество, да, если там Беларусь будет вмешиваться, армяно-белорусские отношения, я думаю, очень обострятся и, может быть, даже будут разорваны. А территории вокруг Нагорного Карабаха здесь никакой проблемы. Армения никогда не говорила, что Агдамский район наш, Физулийский, Джебралийский. Это были зоны безопасности, которые нужно было для того, чтобы защитить непосредственно население Нагорного Карабаха. Поэтому никто на это никогда не претендовал, пусть не приписывают армянам это. Да? Вот там, если будет строительство Беларуси участвовать, почему мы должны быть против или какое-то мнение иметь? Но в Шуши, если они будут что-то делать в Беларуси или в Гадруте, это, конечно, вызовет очень отрицательное отношение Армении. Нам вот наши слушатели пишут, что понятно же, что для Лукашенко самая главная возможность заработать деньги. Поэтому он и продавал те же самые полонезы Азербайджану. И, насколько я знаю, в принципе, не был против он продать их и Еревану. Но Ереван не купил. Почему? Вот говорят, вот брали бы тоже полонезы и были бы все довольны. Вы знаете, в диктатурах такие обсуждения имеют смысл. Вот вы знаете, что канадцы, англичане, даже в Израиле есть ограничения, введенные после этой войны, ограничения на поставки вооружений в Турцию. Это не санкции в таком грубом смысле, жестком, но четкое ограничение. Например, для байрактаров многие европейские фирмы, байрактары, это вы знаете, это дроны турецкие, которые активно Азербайджан использовал против Армении, против Нагорного Карабаха. Вот поставки вооружений, деталей к этим дронам, от них отказались многие европейские страны, включая, я сказал, Англию, Канада отказалась и так далее, официально. То что я хочу сказать, в демократиях это все обсуждается. Они говорят, этими байрактарами бомбили города Нагорного Карабаха и села. Все, это ошибка. Если бы бомбили бы только войска, мы бы ничего вам бы не сказали. Но у нас есть доказательства, что бомбили граждан, поэтому мы вам не будем поставлять детали. Вот таких обсуждений в Беларуси, в России нет. Поэтому Россия тоже огромные поставки оружия делала в Азербайджан. И когда Армения поднимала вопрос, почему вы это делаете? У нас же нерешенный конфликт. Вы вносите диспропорцию. Азербайджан и так работает с Израилем в этой области, с Турцией, с Пакистаном. Почему вы это делаете? И белорусам мы тоже говорили. Они говорили, это выгода. У нас вот личная выгода. Поэтому против этого, знаете, против лома нет приема. Сейчас Лукашенко говорит, это выгодно для нашей экономики. Вот мы поставки любой ценой, деньги нам нужны. Это характерно для диктатур. И последнее, вот здесь очень важный момент про нелегитимность. Да, легитимность Лукашенко серьезно подорвана. Раньше, когда его критиковали за то, что он не демократ, за то, что он арестовывает своих оппонентов и так далее. Это все известные санкции против Беларуси. Все это известные истории. Но впервые, когда под сомнение поставлен вообще сам факт, что он выбрался или нет. Да, он нелегитимен, он не представляет белорусский народ, поэтому белорусский народ должен знать, что в Армении к белорусам прекрасные отношения и сейчас, и будет всегда. И у меня тоже самые теплые чувства от моих контактов, между прочим, с вами очень известными политическими деятелями и правозащитниками. Но, конечно, к Лукашенко у нас будут очень серьезные претензии и очень отрицательное отношение. Можно немножко еще российскую тему я затрону. Вы сказали о том, что ожидали поддержки со стороны России в конфликте с Азербайджаном. Как сейчас во время этой войны, так, насколько я помню, и семидневной войны, которая была несколько дней, тогда я тоже много слышал от армян слов о том, что Россия их подставила. И чуть ли, может быть, даже не спровоцировала она эту войну.
В Беларуси сейчас идут разговоры о подписании дорожных карт, о интеграции Беларуси и России в рамках союзного государства, с одной стороны. С другой стороны, говорят о угрозе для нашего суверенитета со стороны России. Как вы лично относитесь к России в этом смысле? Видите ли вы угрозу для суверенитета Армении в сотрудничестве с Россией в рамках таких интеграционных объединений, как ОДКБ, ЕАЭС и так далее? Вы знаете, когда есть интеграционный процесс, очень многое зависит от того, главные игроки какие цели ставят. Под Евросоюзе главные игроки всем известны: Германия, Франция. У Германии и Франции нет цели захватить европейские страны. У них есть цели иметь большой рынок, большой интеграционный процесс, где все интересы будут балансироваться. Этот интерес у них есть. Но захватить, суверенитет сократить, если вы зададите такой вопрос Меркель или Макрону, они вообще удивлятся этому вопросу. Они не поймут его. На каком бы это языке вы ни сказали, на французском, английском, они не поймут, не смогут ответить на него. Потому что такой вообще мысли у них не возникает. Но тот, кто главный в ОДКБ и в Евразийском союзе, а именно Россия, а более точно сегодняшний Кремль, у них другая идея. У них идея, безусловно, сократить наш суверенитет и, грубо говоря, прибрать к себе. Поэтому, когда в России говорят более углубленная интеграция с Беларусью, между прочим, очень много даже в Армении есть сил, которые говорят, это из бывших властей в основном, которые говорят, надо сейчас еще более интегрироваться. И мы им говорим: ребята, вы можете быть с юмором, мы это понимаем. Но Россия нам официально не помогла. То есть, вы понимаете, разные вещи есть. Если бы Россия, знаете как, сказала бы, мы вам поможем, потом не помогла бы во время войны. Вы знаете, я бы не смог бы так утверждать. Но они официально сказали, мы вам не будем помогать. Официально. То есть Путин устал это заявлять. Наши до сих пор люди в шоке, не понимают, что это был отказ в помощи нам. Только после поражения в войне наше общество поняло. Понимаете, да, что я хочу сказать? И на этом фоне находятся силы, которые говорят, да, мы должны стать частью России. Суверенитет, ничего, это не важно и так далее. Но главное другое, что Кремль действительно хочет полностью отобрать весь суверенитет у белорусов и у армян. Сопротивление есть и в Беларуси, к счастью, и в Армении есть много сил, и общественных, и политических, которые этому сопротивляются. В Армении тоже сопротивление очень жесткое. Но, вы понимаете, да, этот дискурс есть, и у нас тоже. Почему он есть? Только потому, что Кремль, сегодняшний Кремль, его политика такая, что да, если надо, суверенитет приберем к рукам. И последнее здесь очень важное в контексте Азербайджана. Азербайджанцы допустили серьезную ошибку этой войной. Да, казалось бы, они что-то отобрали, там сейчас радуются, победили и так далее. Очень быстро они поймут, что такое миротворцы российские, не только в Карабахе, но и в Агадаме, на территории самого Азербайджана. Скоро они поймут, что от них будут требоваться какие-то уступки в суверенитете. Скоро они это поймут. Например, одна деталь, которую я уверен, что мало кто обратил внимание. Россия что говорила и всю войну, и сразу после войны? Мы с Турцией все решили, все, в регионе никого нету. Мы, Турция и все. Нету Минской группы ОБСЕ, нету США и Франции как сопредседатель Минской группы. А что было вчера? Вчера Минская группа, включая посла России, заявили, что Минская группа должна возвратиться в этот регион. Почему? Потому что Азербайджан стал проявлять большую самостоятельность. Они вдохновлены победой во время войны. И сейчас они России говорят, мы вам обещали, что войдем в Евразийский союз. Сейчас решили не входить. И тут же Россия включила механизмы, которые соберут, приберут к рукам, в том числе Азербайджан. Мысль моя в чем заключается? Цель России не та же самая цель, которую имеют, например, в Евросоюзе главные игроки. Цель России все-таки прибрать к рукам наши суверенитеты.
Вы вот хорошо сказали по поводу российских миротворцев, базы российской, которая сейчас по договоренности вроде бы должна быть открыта в Азербайджане. У нас тут тоже с большой осторожностью смотрят на предложение России. Тут и аэродром свой, еще какие-то тут базы российские разместить, может быть, даже ракеты. Большая опасность. А не думаете, после всего этого, вот там же и российская база есть на территории Армении, вот как-то что-то изменить ситуацию? Вы знаете, ну, эта тема, конечно, не актуальна сейчас. Не надо забывать, что наша армия сейчас парализована, она не сможет обеспечить безопасность Армении, если возникнут проблемы, прямо будем говорить. У нас действительно неплохая армия. Но, знаете, после поражения всегда ситуация тяжелая. Поэтому на российские военные базы смотрят, ну, есть они, есть. Потом на юге Армении там проблемы начались на границах с Азербайджаном. Они проблемы всегда были, но так как фронт прорвал Азербайджан, приблизился к непосредственным границам Армянской республики. Здесь сейчас даже эта база на юге будет ставить какой-то свой пункт опорный. То есть сейчас это не актуально. То есть говорить, что вот, ребята, уходите, вы не обеспечили, не актуально. И не актуально не потому, что мы не понимаем, или в Армении не понимают, что Россия не нас защищает, а свои интересы в регионе, а просто потому, что Турция, к сожалению, Турция ведет очень агрессивную политику к Армении. Как только Турция немножко смягчит отношение к армянской государственности, я уверен, что тогда в Армении эти голоса прозвучат более четко. Но сегодня это говорить бессмысленно. Но имеет смысл говорить о выходе из договора коллективной безопасности. Вот это, да, это у нас сейчас очень актуально будет ставиться после выборов. У нас сейчас будут неочередные выборы. Уверен, что 2-3 продемократические фракции войдут в парламент. Сейчас, к сожалению, у нас в парламенте 3 фракции, включая правящий, которые, в общем, ну, мягко выражаясь, пророссийские, я бы так их описал. Но если 2-3 фракции войдут, даже маленькие, в парламент про демократического типа, про европейского, я уверен, прозвучат эти требования выхода из ОДКБ. Но российской военной базы не актуально сейчас обсуждать. Это немного более поздняя тема. Все-таки АДКБ – это проект московский. И я так понимаю, что все-таки Путин за него держится. И вдруг Ереван заявляет о желании выйти из АДКБ. Потому что вот мы тоже тут обсуждается вопрос выхода в будущем перспективного Белоруссии с АДКБ. И вот какова будет реакция Путина, Кремля? Вы знаете, трудно сказать. Видите, Путин месяц назад четко сказал, никто не войдет на Южный Кавказ, кроме России, Турции и частично Ирана. Он это очень четко сказал. Прошел месяц, очень четко Россия сказала, мы готовы, чтобы Минская группа ОБСЕ продолжала работать на Южном Кавказе. В переводе с дипломатического на нормальный язык. Мы готовы, чтобы США и Франция, как сопредседатели Минской группы, вошли бы на Южный Кавказ. Тот же Путин. То есть, хочу сказать, они быстро меняют свои эти. Если сегодня Путин говорит, как ОДКБ, если выйдете, мы вам покажем, завтра он ничего не покажет. Но он будет, конечно, следить за двухсторонними отношениями. Вот военная база и так далее. Если мы это начнем пересматривать, реакция будет очень болезненной. Но ОДКБ, да, он очень ценит это. Но, знаете, эти диктатуры чем интересны? Что больше вперед выходит вопрос интересов. Вот сейчас у Путина есть интерес, чтобы американцы и французы вошли на Южный Кавказ, потому что Путин не может обуздать амбиции Азербайджана и Турции, потому что Россия не просчитала правильно, не помогла нам. Армянский фактор был огромным, очень сильным, сейчас почти занулился. А этот вакуум, он думал, что займет Россия. Нет, вакуум заняли Турция и Азербайджан. И дух у азербайджанцев поднялся, и сейчас они России говорят, ребята, мы что вам обещали, забудьте. Поэтому Путин понял, что одному ему против агрессии, который исходит от Турции, от Азербайджана, очень трудно будет устоять, потому что они сейчас очень активно действуют, и Турция во всем мире, вы это видите, и Азербайджан. Оставим сейчас интересы, чьи с чем совпадают и так далее, но очень агрессивные.
Турки где может, там воюют. В Ливии, в Сирии и так далее. То есть это все очень серьезно. А Азербайджан очень вдохновлен этими успехами. Да, это успехи не только их. Все понимают, без помощи Турции они бы нашу армию не смогли бы сломать. Это все знают. Но неважно, результаты есть. И поэтому Россия позвала США и Францию. Я просто потрясен. Я не скрою от вас, что я не ожидал, что вот так Путин такой задний ход даст в вопросах Нагорного Карабаха и Южного Кавказа. И так быстро. Это удивительно, поразительно. Вернемся к Лукашенко и Баку. В этом Баку Лукашенко пригласил Алиева приехать в Беларусь. Ну вот, послушав, возможно, вот сейчас наш эфир сегодняшний, Лукашенко скажет себе: да, вот Степан Григорян, дипломат опытный, правильно все говорит, может, я там что-то не так сделал, и пригласит Пашиняна тоже в гости. Как вы думаете, вот что бы вы посоветовали? Ехать или не ехать в условиях отношения к Лукашенко в большинстве стран мира? Ну, я бы посоветовал Пашиняну высказать свою точку зрения, что он не поедет, потому что Беларусь неправильно себя повела во время войны, потому что, я сказал, и вооружение белорусское было использовано против армян Нагорного Карабаха, и политические заявления во время войны Беларуси были явно не в пользу Армении. Да? Поэтому я думаю, он не должен поехать, но он должен заявить, почему он не едет. Не кулуарно отказаться, а заявить, да, в том числе не ехать, потому что Беларусь неправильно себя повела, и в том числе потому, что легитимность Лукашенко под вопросом. Потому что Никол Пашинян при всех проблемах, которые он сейчас имеет внутри Армении, его очень критикуют, там большие митинги против него, он легитимен. Это никто не оспаривает. Никол Пашинян был избран подавляющим большинством граждан Армении. У него сильная легитимность, и он не должен встречаться с лидером, который вообще не поймет, что вообще какое-то отношение имеет к власти или нет. Потому что там серьезные сомнения. Это не я сказал, к этому есть и факты, и доказательства, и международного сообщества доказательства, и внутренних ваших политических сил, и правозащитников, и главной части оппозиции. Поэтому я не думаю, что он должен ехать. Он должен как раз выразить свою точку зрения. А то, что Никол Пашинян вынужден встречаться с белорусским лидером в рамках каких-то евразийских вещей, это уже другое. А с Тихановской вы бы посоветовали Пашиняну встретиться? Вы знаете, если бы Пашинян нашел бы в себе силы до войны встретиться с Тихановской, никто бы не допустил, что была бы война. Вы понимаете, да? Казалось бы, какое отношение Тихановская имеет к конфликту в Карабахе? Просто если бы он бы встретился бы с Тихановской, такой рейтинг был бы у Армении, в хорошем смысле, такой высокий рейтинг, как страны, которая идет по демократическому пути, и действительно идет по демократии. Страны, которая ценит вот эти ценности, выборы для нее принципиальная вещь, как проходит в других странах, и принципиальную позицию держит, да? Если бы это, никто бы не пустил, чтобы против нас развязали бы войну. Никто бы не пропустил. Потому что в одном из вопросов у вас очень тонкая мысль прозвучала, но вы ее очень деликатно сказали, что да, где-то даже Россия стимулировала какие-то действия с нашей стороны, а потом была большая война. Да? Никто бы этого просто не допустил, мировое сообщество. Но когда ты принципиально себя не принципиально себя ведешь, люди не знают, насколько тебе помочь. Например, США не знали во время войны, насколько надо Армении помогать. Европа не знала, искренне не знала. Не потому, что они играли, вы знаете, Макрон очень серьезные заявления сделал, был готов помогать по полной, но многие европейские страны, которые, конечно, с симпатией к нашей демократии, они, в общем, не очень хорошо ориентировались. В чем мы должны помочь? А что Армения сделала для общей демократии мировой? А встреча с Тихановской, Николой Пашиняном, все бы закрыла бы вопросы по этому поводу. Поэтому я бы и сейчас ему рекомендовал встретиться с Тихановской или Zoom-конференцию провести с ней, обсудить. Какие-то такого типа шаги делались. И если вы помните наше общественное телевидение, которое, на самом деле не общественное, оно всегда под той властью, которая действует. Да? И сегодня она действует под Николом Пашиняном. Да, общественное телевидение. Наше общественное телевидение сделало же интервью с Навальным. И это очень серьезный шаг был.
с Навальным сделать интервью, не просто частный канал армянский. Вот эту линию надо было продолжать, чтобы идентификация мира с армянской действительностью была бы более адекватной. Ну и в заключение, все ж таки, исходя из того, что имеем на сегодняшний день, вот после этого визита Лукашенко в Азербайджан, тех слов, которые там прозвучали, ну и исходя из той ситуации политической, которая сегодня есть в Армении, в скорых выборов армянских, как вы прогнозируете, как будут в ближайшей перспективе, не глядим далеко, в ближайшей перспективе развиваться отношения между Белоруссией и Арменией? Я думаю, что до внеочередных выборов в Армении ждать ничего не надо. Я даже не знаю, МИД Армении сейчас отреагирует на слова, которые сказал Лукашенко. Какие-то там были нейтральные слова, какие-то были слова, которые нам не понравились. Не знаю. Но я бы отреагировал, то есть я советую МИДу Армении частично отреагировать на слова Лукашенко и его поездку в Баку без Еревана. Он мог бы приехать и в Ереван, и надо было, чтобы приехал бы, как бы там мы к нему ни относились. Но нам надо с вами ожидать каких-то изменений во внешней политике Армении только после внеочередных выборов. Мы в парламентской системе. То есть новые выборы, новая правящая партия или старая, или коалиция новая. Я не исключаю возможность, старые останутся, то есть сегодняшняя власть частично, но будет коалиция. И вот эта коалиция, мы после этого будем ждать политики в отношении Беларуси. Я надеюсь, что в этой коалиции появятся какие-то проевропейские, продемократические силы, которые во внешней политике потребуют от Никола Пашиняна, если он останется премьером после выборов, такой шанс есть. Если он останется, будут требовать более принципиальной позиции в отношении Беларуси. Благодарю вас. Я нагадаю, что з нами на сувязі з Єревана быў дыпламат, былы дарадца міністра замежных спраў Армении і зараз старшыня правлення аналітычнага центра по глобализации и региональным супрацоўніцтве Степан Григорян. Спасибо большое, господин Григорян. Был рад увидеть вас опять. Большое спасибо. До свидания.